В эфире телеканалов «Якутия-24» НВК «Саха» мы подводим итоги месяца вместе с главой Республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Сегодня тот случай, когда наше интервью будет построено вокруг одной темы, но затрагивающей широкий круг сфер. Коронавирус. Якутия один из первых регионов в России, который столкнулся с заболеванием. Начнем, пожалуй, с главного. Предлагаю вам обратиться к нашим зрителям с призывом о том, насколько важно сегодня сидеть дома. Здравствуйте. Конечно же, главная тема, которая сегодня волнует всех, без исключения якутян, это коронавирус. Это страшная, это до конца не изученная болезнь, которая сегодня свирепствует по всему миру. 176 стран мира уже подверглись ее влиянию, в большинство регионов Российской Федерации. И, конечно же, то, что вот на сегодняшний день у нас 14 заболевших официально, так, это тоже говорит о серьезности ситуации именно у нас в республике. При этом, конечно же, самое главное сегодня для того, чтобы не допустить быстрого распространения этой инфекции, это самоизоляция. Это то, что сегодня как раз по решению президента нашей страны делается, то, что делается вот по решению главы республики, когда сегодня у нас в республике объявлены длинные выходные, как и по всей стране. Ну и также у нас крайне ограничена деятельность любых учреждений. На самом деле, по большому счету, вся торговля стоит, кроме торговли продуктами питания и товарами первой необходимости. У нас закрыты все культурные, досуговые учреждения, учреждения бытового обслуживания. Много других предприятий. Так, все предприятия, в принципе, работают, еще раз говорю, по принципам выходного дня, то есть работать только должны предприятия, у которых непрерывный цикл производственный, обслуживающие жилищно-коммунальное хозяйство и так далее, те, которые обслуживают городское хозяйство, другие у нас работать не должны. Вот. И это делается именно для того, чтобы распространения болезни не было. К сожалению, я сегодня тоже слышу об этом. Многие считают, что это как раз повод собраться большими компаниями, выехать куда-либо там, повстречаться, что-то отпраздновать. На самом деле это же, еще раз говорю, делается не от хорошей жизни. На самом деле страна теряет колоссальные средства. Республика теряет колоссальные средства от этих карантинных ограничительных мер, но это делается во благо здоровья наших сограждан. И надо именно это оценивать не как повод лишний раз нам куда-то сходить, а именно лишний повод как раз посидеть дома, побыть в кругу родных и близких, так, в конце концов, отдохнуть, телевизор посмотреть, там, о жизни подумать. Вот, это тоже нужно, но при этом, еще раз говорю, я обращаюсь ко всем якутянам, надо сидеть дома. Это очень важно, это очень нужно в первую очередь для вас, для ваших родных, для близких, для всех окружающих. Болезнь коварная, болезнь страшная и болезнь очень опасная, особенно для лиц пожилого возраста. Старше 65 лет любое заболевание, оно всегда очень серьезными, тяжелыми последствиями потом уже оборачивается. Да и для молодого поколения, на самом деле, оно тоже не проходит бесследно, оно в будущем все равно будет о себе знать давать, если такая болезнь человека зацепит. Поэтому нужно быть очень бдительными, и самый лучший способ сегодня – это все-таки быть дома в эти дни. Айсен Сергеевич, а насколько система здравоохранения оказалась готова к данной ситуации? Как бы вы оценили действия медиков, действия санитарных врачей? Вы знаете, сейчас уже предварительные итоги начинают подводиться. В целом по стране, как кто среагировал, какие меры были приняты. А еще считается, что Якутия один из тех регионов, которые не запаниковали, те, которые не растерялись, а начали очень оперативно, даже опережающим порядком применять те меры, которые сегодня эффективны в борьбе с коронавирусом. Это и с точки зрения непосредственно уже самих лечебных процедур, и главное с точки зрения реагирования на эту болезнь. Так, мы очень оперативно выявили весь круг вокруг первого больного, и благодаря этому на самом деле эпидемия дальше быстро не пошла. Она на целом сегодня у нас, можно сказать, локализована, мы считаем, так и сейчас мы идем именно по кругу заболевших первого контакта в основном. Второй, третий контакт мы уже практически прямо на входе в республику, уже практически с зоны аэропорта уже были эти лица выявлены,
и уже потом локализованы в больнице. В том числе и благодаря тому, что уже люди сами проявляли сознательность, сами сообщали о том, что они прилетели к нам из-за границы и есть у них определенные проблемы. И даже то, что, например, ни один анализ до сих пор у Роспотребнадзора, который мы выявили здесь как положительный и потом отправили в Новосибирск на проверку, ни один оттуда, все подтвердились, скажем так, в Новосибирске. Это говорит о том, что у нас очень высокое качество анализов здесь на местах проводится управлением Роспотребнадзора. Потому что я вот по другим регионам слышу, 10 анализов отправили, 2 подтвердилось, 8 не подтвердилось. Так? Это же говорит о том, что именно на местах забор анализов был произведен неправильно, процедуры были нарушены определенные при проведении этого на самом деле не очень простого анализа. А вот у нас, сколько вот мы туда анализов отправили, 14, все 14 подтверждений получили. И это как раз оценка того, что у нас врачи квалифицированные, врачи понимают, как надо действовать. И может быть, здесь нам тоже немножко помогло то, что уже с декабря у нас служба эпидемиологическая, служба санитарная, и учреждения здравоохранения по Якутску работают в достаточно напряженном режиме. Помните, у нас была эпидемия кори, когда 68 заболевших, это достаточно серьезная, тоже тяжелая болезнь, поэтому уже мы находились в тонусе. Да, и, соответственно, вот это, может быть, и тоже помогло сейчас достаточно так серьезно сразу сходу войти в борьбу с этим вирусом, потому что по другим регионам я вижу, к сожалению, что вот такой быстрой реакции не всегда мы видим. А какая сегодня обеспеченность медицинских учреждений всеми необходимыми медикаментами и оборудованием? Хочу сказать, что с точки зрения развертывания медицинских коек, которые как раз оснащены для борьбы с коронавирусной инфекцией, для лечения больных с этой инфекцией, по Якутску у нас полностью все нормы выполняются. У нас даже перевыполнение. В принципе, сейчас требуется, чтобы было развернуто порядка 150 коек для того, чтобы такой город, как Якутск, закрыть потребность. Так? У нас двойная норма, у нас уже 300 коек, мы знаем, где и как они у нас будут развернуты. Некоторые уже развернуты, находятся в боевой готовности. Но инфекционная больница уже работает в режиме борьбы с коронавирусной инфекцией. Там 100 коек у нас развернуто, люди уже лечатся. Что касается оснащения этими аппаратами искусственной вентиляции легких, у нас их 361 в республике, 200 здесь в Якутске. Мы считаем, что этого вполне хватит, но тем не менее мы заявку дали и по линии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации будет изготавливаться, и благодаря помощи наших IT-компаний, Майтона, Индрайвера, благодаря помощи компании ЕТЭК, которая тоже 50 миллионов перечислила сейчас, у нас производится закупка не только аппаратов искусственной вентиляции легких, но и тех расходных материалов, тех аппаратов, которые необходимы уже точно для более полного оснащения учреждений здравоохранения и в Якутске, и в наших районах. И на местах, в том числе Мирному, например, Алроса серьезную сегодня помощь оказывает. Мы думаем, что в ближайшее время у нас оснащение будет уже полностью просто все на самом высшем уровне для того, чтобы этой болезни противостоять. Что касается запасов медикаментов, то у нас месячный запас сделан, хотя требование 2-недельное так, но вместе с тем я дал все равно задание, чтобы мы наращивали по некоторым позициям, насколько это возможно, запас медикаментов в целом по республике. Давайте теперь коснемся вопроса продовольственной безопасности. Принятые заранее меры погасили тот ажиотаж, который появился вместе с новостью о первом заболевшем в Якутии. Прилавки в магазинах не пустуют. Какая работа проведена с крупными поставщиками и что еще предстоит сделать с учетом сезонности в Якутии и закрытия автозимников? Вы знаете, я здесь хочу сказать, что в этой части мы наиболее спокойны. У нас как раз сезонность нашего грузопотока, она помогла нам в этот раз. И сейчас как раз сезонный завоз производится оптовиками уже с учетом того спроса, который в республике есть. Буквально на днях по моему поручению зампредседателя правительства Белозеров провел тоже встречу со всеми крупнейшими оптовыми торговцами здесь у нас в Якутске. Так, мы мониторим по всей республике ситуацию. Вы знаете, по разным позициям, у нас запас от 3 месяцев до года по основным продовольственным товарам. Так? То есть никакой проблемы по продовольствию мы не видим. По непродовольственным товарам тоже нет никаких проблем. Единственная проблема, которая есть не только в республике, но на самом деле и в стране, это вопросы по маскам.
вот этим одноразовым, так и вопросы по антисептическим средствам, ну, вот для населения. Здесь вот по антисептикам как бы поставки идут, но они сразу вот моментально в течение там, одного дня заканчиваются, так, но я уверен, что все-таки здесь в ближайшее уже время ситуация полностью будет выправлена, потому что в целом по стране эта проблема уже понятно, как решать. По маскам гораздо сложнее, потому что ажиотажный спрос, он привел к тому, что масок вообще нету по стране, и плюсом мощности производственные по стране всего лишь порядка 1,5 миллиона масок в день. Вот. А на самом деле это не очень большая величина. Например, вот в Якутии нам вот минимально нужно где-то вот уже в сегодняшних оборотах где-то порядка 300, 400, 500 тысяч масок в день. Так, это вот та потребность, которая сегодня уже существует у учреждений здравоохранения, правоохранительных органов, учреждений Роспотребнадзора, вот, служб экстренных городских и поселковых, так, ну, то есть непосредственно тех, кто уже обязан в силу своей профессии находиться в защитных масках. Поэтому это вот абсолютно не хватает. К сожалению, масок не хватает везде в мире тоже, потому что все мощности сейчас, они уже полностью задействованы. И та же эпидемиологическая ситуация, которая в странах Европы, она в разы хуже, чем у нас. Вот. В Соединенных Штатах Америки сейчас огромное количество заболевших. Там тоже, как мне вот сообщают оттуда, ни масок, ни тестов, ни анализов, ну, всего не хватает тоже. И вот слава богу, что сегодня Китайская Народная Республика более-менее начинает уже ситуацию преодолевать. С коронавирусом уже такой режим полной изоляции уже снимается, начинаются поставки за рубеж. И как раз на этой неделе поступила большая партия в страну, ну, относительно большая, 25 миллионов масок. Вот. И сейчас мы уже провели переговоры, оплатили 5 миллионов масок по линии Народного правительства Хэйлунцзяна, сейчас поступает в республику. Вот. Насколько я знаю, уже первая фура с 1,5 миллиона масок уже вышла. Вот. Ну и вот в течение ближайших 4 дней весь заказ будет выполнен, выйдет, и мы надеемся, что все-таки к концу следующей недели, там, в середине следующей недели груз уже у нас здесь фурами в Якутск будет доставлен. Вот. Здесь, еще раз говорю, надо понимать, что ситуация эта очень сложная не только у нас, по всей стране, вот, но вот мы ее решаем именно таким образом. Вот. Ну и хочу особо подчеркнуть, что вот то, что в январе-феврале, когда в провинции Хэйлунцзян была тоже такая пиковая ситуация с обеспечением масками, защитными средствами, мы маленькую, на самом деле, относительно помощь им оказали, Якутия, так, наш ряд наших районов. Они это очень высоко ценят, и вот недавно, сразу после решения о том, чтобы помочь Российской Федерации, первым им выделить маски, мы практически идем сейчас вместе, как мне сказали, вот большой заказ на Германию, так, и еще Республика Саха-Якутия. Так, это говорит о том, что вот, ну, на самом деле добро не забывается, мы уже сторицей получаем. И гуманитарная помощь, которую они нам сейчас оказывают, ну, честно скажу, в разы, в десятки раз превышает то, что мы им тогда помогли. Смотрите, заболевание бьет не только по здоровью, но и по экономике регионов и страны в целом. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и предложил целый ряд мер, часть из которых также были озвучены вами до этого для реализации региональных практик. И в первую очередь речь идет о поддержке бизнеса. Вот какая доля якутян так или иначе сегодня привязана к малому и среднему бизнесу? И насколько больно проблемы в предпринимательства могут ударить по социально-экономическому состоянию региона? Конечно, мы должны понимать, что вот эта пандемия мировая, она очень серьезно бьет вообще по мировой экономике в целом. Многие эксперты ожидают, что в этом году рост мировой экономики будет нулевой, может быть, даже впервые за многие-многие десятилетия он даже немножко сократится. Такого в этом веке точно не было, так, и последний раз это было где-то в 60-х, 70-х годах прошлого века, когда экономика мировая показала отрицательный рост, ну, в связи как раз вот тогда с ближневосточными кризисами нефтяными связаны. А сейчас вот из-за глобального снижения спроса на все и вся, на самом деле экономика вся тормозится. В том числе, конечно же, и у нас в республике это не могло пройти мимо. Наша республика мимо всего этого. Сегодня самый первый удар, конечно, получил малый бизнес. Потому что вот как раз сейчас у нас упала резко упала резко такая отрасль, как туристическое, гостиничное, общественное питание, бытовое обслуживание. Они, конечно, сегодня все поставлены просто на
самую грань доходности. Многие уже просто в минусах, многие отправляют своих работников в бессрочные отпуска, кто-то в простое. И меры со стороны государства, они, конечно, абсолютно необходимы. Я очень рад, что наш президент Владимир Владимирович Путин принял достаточно такое широкое решение и по амнистии налоговой, и по помощи банковской, и по льготному кредитованию, по каникулам банковским для возвращения кредитов, так и малому бизнесу, и вообще в целом физических лиц в нашей стране, у которых доходы резко упадут. Мы, конечно, у себя в республике тоже приняли пакет мер. Он оценивается порядка минимум 600 миллионов рублей в целом. Вот. Но мы не исключаем его расширение. И очень надеюсь, что на уровне муниципалитетов тоже решения будут приниматься. Потому что малый бизнес сегодня в республике – это 90 тысяч человек, которые там работают. Это очень большая величина для маленькой республики, и терять этих людей мы никак не можем. Мы, наоборот, хотим, чтобы с каждым годом как раз как можно больше людей в этой сфере работало. Поэтому меры будут и дальше расширяться, будем дальше советоваться с бизнесом, как и что нам делать. Ну, не просто и крупным бюджетообразующим предприятием Якутии, это падение акций, это когда Алроса переходит на онлайн биржи, на онлайн аукционы, угледобывающие компании отказались от привоза, так скажем, вахтовым методом работников из зарубежных стран, ну и многое другое. А какой антикризисный план у крупных компаний, и есть сегодня какой-то ваш прогноз по поводу потери для бюджета региона? Безусловно, вот вторая волна, которая придет за первой, вот первая сейчас как раз ударила по малую, безусловно, вторая, она более серьезная, она ударит по крупным компаниям, которые в первую очередь у нас экспортно ориентированные. Это алмазодобывающие, это угледобывающие, это и нефтедобывающие компании. Так, по всем ним есть глобальные проблемы. Вроде бы нефтяные компании всегда считались у нас символами удачи, там, успеха, богатства, так, но видите, какое драматическое снижение цен на мировом рынке идет. Буквально месяц назад цены были там в районе 50-60, сегодня они там торгуются 25-27. Вот, и есть подозрение, что, может быть, еще до 20 упадет. Так? Это на самом деле катастрофически мало. И здесь вопрос даже не в том, что это из-за там какого-то соглашения с ОПЕК, которое было у нас разорвано там, по инициативе Саудовской Аравии, а это в первую очередь происходит из-за того, что падает мировой спрос на нефть. Самолеты не летают, заводы не работают, машины не ездят. Естественно, потребление бензина, топлива упало, причем упало очень сильно. И поэтому нефть, она не продается по тем ценам, которым продавалась раньше. И вот это привело к тому, что вот сегодня очень резкое падение цен на нефть. Ну и, конечно же, это бьет и очень сильно по нашему бюджету, потому что у нас сегодня, и об этом я всегда говорил, совокупные налоговые доходы от нефтяных компаний по прошлому году, например, превысили доходы от компании «Алроса». Вот. Хотя с учетом налоговых, неналоговых доходов мы получаем дивиденды по акциям, конечно, «Алроса» для нас является главной компанией. Но и у «Алроса» дела очень идут тяжело, потому что прошлый год вообще был годом снижения спроса на алмазы в целом, так? А в этом году еще наложился вот этот коронавирус, поэтому практически продажи алмазов в мире во многих странах вообще встали. И мы ожидаем, опять же, что по «Алросе» ситуация будет в этом году точно не лучше, чем в прошлом, а скорее всего даже хуже. Вот. Что касается угледобывающих компаний, опять же, вот снижение производства мирового, оно тоже накладывает свой отпечаток, и, конечно, там тоже есть проблемы. И в совокупности, конечно же, это отразится на нашем бюджете. Мы тут должны понимать, что мы, когда вносили очень консервативный план, бюджет, так, многие нас за это критиковали. Так, многие считали, что там правительство что-то утаивает, на самом деле там есть резервы и так далее. Тут было очень много разных дискуссий на эту тему, мы были абсолютно правы. Ну и, конечно, может быть, даже не до конца мы были, смотрели на ситуацию вот именно как она будет сегодня уже разворачиваться, именно потому что про коронавирус тогда никто и не мог понимать. Да? Поэтому, конечно же, к сожалению, тут с бюджетом у нас особых таких радужных перспектив я не вижу. У нас в лучшем случае мы сохраним те параметры, которые сегодня есть, так? В худшем, может быть, по некоторым параметрам у нас все-таки даже будет снижение. Ну,
менеджмент крупных компаний сегодня обращается к государству за господдержкой? Естественно, все компании находятся с нами на постоянной связи и с госучастием, и частные компании. Мы всех их мониторим, всех их ну, по мере возможностей консультируемся с ними так, по тем или разным направлениям. Я лично с руководством и с хозяевами всех крупных бизнесов тоже нахожусь на постоянном контакте. В этой неделе я вот и с Богдановым разговаривал, с Сургутнефтегаз, с Ивановым Сергеем Сергеевичем мы практически ежедневно в контакте, с угольными нашими компаниями тоже находимся в таком режиме еженедельного общения, для того, чтобы мы, на самом деле, конечно, минимизировали потери и для бюджета республики, для занятости по республике, ну и в целом, чтобы эти компании сохранились и в дальнейшем могли у нас работать. Хорошо. Арсений Сергеевич, какие сегодня запретительные меры обсуждаются в оперштабе, может быть, правительством? То есть, ну, речь в первую очередь, конечно, людей интересует, будут ли закрывать города, транспортное сообщение между населенными пунктами. Может быть, многих якутян тоже, особенно мужскую половину, волнует вопрос, будет ли сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. Вы знаете, сегодня Якутия один из тех регионов, который ввела наиболее жесткие ограничительные меры. Вот, если вы смотрите, мы все меры вводим практически наравне с городом Москвой, который считается наиболее в этой части жестким, жесткие правила вводят. Вот Москва и мы вводим практически одновременно. Так? После нас уже с некоторым опозданием регионы начинают вводить и в целом на уровне федерации. Вот. Это говорит о том, что мы очень четко все мониторим, и мы оперативно принимаем решения. Здесь, понимаете, здесь же как нельзя сразу все взять и закрыть. Вот предлагаю, например, мне некоторые предлагали, давайте там мы сразу город Якутск поставим на карантин, там еще дней 10 назад, да, коллеги. Ну, во-первых, мы тогда бы десятки тысяч людей уже 10 дней уже держали бы без средств к существованию. Потому что вот даже то решение, которое мы приняли, я принял его с очень, честно скажу, с тяжелым сердцем, потому что я понимаю, что у нас сегодня уже тысячи людей, просто без источников доходов, и содержать им семьи и так далее, очень, очень сложно, очень тяжело. Вот. Даже с этой точки зрения вот, решение о полном карантине надо принимать как самую крайнюю, последнюю меру. Потому что мы тогда должны понимать все, что мы все лишаемся просто средств существования, средств доходов. Вот. Многие десятки тысяч людей. Во-вторых, жесткий карантин, он приводит к результату только в том случае, если все его соблюдают. А что мы сейчас видим? Вот я подписал решение о самоизоляции старшего поколения, с 65 и старше. И вот я вчера ездил по городу, был в центре волонтерском, позавчера ездил в Айгуль, заходил. Немного, но пожилое население ходит. Вот. Если мы так будем относиться к карантинным ограничительным мерам, то как мы потом добьемся успеха? Поэтому мы же каждому подъезду не можем полицейского поставить. Но вместе с тем мы сейчас уже дали указание органам внутренних дел, все-таки ограничительные меры, они тоже будут сопровождать, если видят, что пожилой человек находится на улице, ему будут рекомендовать пойти домой. Так, если увидят детей, то же самое мы будем им рекомендовать без взрослых уже на улице не находиться. Вот. И другие меры тоже надо сопровождать и их на самом деле до конца доводить. Вот. А что касается мер, говорят, давайте мы закроем авиасообщение Якутии с другими регионами. Во-первых, это решение принимает не глава региона, это решение может только правительство Российской Федерации. Закрыть межрегиональные перевозки. Это исключительная прерогатива федеральных органов власти. Во-вторых, коллеги, мы думаем, что вот сегодня, например, в Якутск прилетело с утра 450 человек. 5 рейсами из разных городов нашей страны, там Москва, Новосибирск, Питер. Это же наши с вами граждане. Мы их где оставим? Между небом и землей? Мы же своих не должны бросать. И поэтому люди должны сюда возвращаться. Отсюда уже улетает очень мало людей. Мы рейсы видим, что загрузка там 20, 30, 40 человек на рейс. Оттуда рейсы прилетают в основном полные, потому что якутяне массово возвращаются. Дети возвращаются, студенты, взрослые приезжают, люди, которые по тем или иным причинам там уехали в отпуска, раньше сейчас возвращаются. И мы просто морального права не имеем наших с вами граждан оставлять там между небом и землей. В том числе, я хочу обратить внимание, 50 человек, например, сегодня из-за границы вернулось.
Вот, то есть каждый день вот, в Якутию все равно эти люди приезжают. И самое главное, на самом деле, ограничительная мера, которая реально способна ситуацию улучшить, вот если эти 50 человек сразу же самоизолируются. Вот, и родные и близкие их будут требовать, чтобы они самоизолировались. Это сегодня уже не пожелание, это сегодня требование закона. И вот очень хотелось бы, чтобы вот этот режим был выдержан. Вот, поэтому здесь, знаете, коллеги, здесь больше говорить надо не о ограничениях каких-то внешних, а об ограничениях внутренних надо говорить. Чтобы мы какие-то элементарные нормы все с вами соблюдали. Мыли руки, так, поменьше обнимались, целовались, там, здоровались за руки. Вот, чтобы мы сидели дома в этот период. Чтобы мы четко выполняли те рекомендации, которые передают органы власти вот именно для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этой инфекции. Вот сейчас именно тот случай, друзья, когда мы все должны, как общество в целом, самоорганизоваться, быть солидарны и ответственны друг перед другом. Вот это единственный путь для того, чтобы мы вот эту инфекцию коронавирусную остановили и ее победили. Другого пути нет. Ну хорошо, смотрите, нет худа, как говорится, без добра. Какие предварительные выводы органы государственной власти сделали для себя в борьбе с коронавирусом? И как эта история, по вашему мнению, скажется на, ну и может быть изменит, скорее всего, наверное, жизнь, имеется в виду новые методы, новые модели работы, это на удаленке, дистанционное обучение, изменение работы спецслужб. Вот давайте смоделируем, как будет происходить все дальше. Если выводы будем делать, когда болезнь будет побеждена. Так, сейчас болезнь только-только начинает разворачиваться, и здесь тоже особых иллюзий питать не надо, что вот у нас неделя пройдет, и все станет замечательно. Вот по всему миру сегодня вот это разворачивание этой болезни идет по двум таким основным сценариям, вот, если базовые взять. Да? Одно – это вот постепенный рост, потом резкий просто вот выход по экспоненте наверх. Это вот то, что мы сейчас видим в Соединенных Штатах Америки, вот то, что в Италии, то, что начиналось в Китае, так и в зависимости от жесткости мер, принимаемых государством, там супер-супер самых таких серьезных, так, карательных, можно сказать, да, оно потом начинает сбиваться и падает, так, постепенно. Ну вот то, что Китай сделал, так, смог сделать. Благодаря тому, что они вообще самоизолировались, там армия вошла. Города были окружены, армия просто комендантский час ввела во многих городах, и благодаря этому они все-таки смогли ее остановить и жесточайшими мерами отогнать обратно. Вот в Европе пока, хотя меры введены жесткие, да, но пока вот тенденции к уменьшению ни заболевших, ни умерших мы не видим. Так? То же самое в Соединенных Штатах, хотя в Соединенных Штатах Америки все-таки за счет развития медицины, судя по всему, количество умерших не такое большое, как в других странах. Во всей Америке уже свыше 1000 человек, но это не то, что вот в той же Италии или Испании. Есть другой путь, когда болезнь начинает развиваться, постепенно вот так растет, она не выходит на резкий рост, она вот все равно вырастает до какого-то периода, потом идет как плата постепенно, и постепенно оно снижается. Это вот то, что сейчас демонстрирует, например, Южная Корея, то, что демонстрирует Япония, в которых количество заболевших, конечно же, оно значительное, так, но оно вместе с тем не растет вот в разы буквально за несколько дней, оно вот постепенный рост и потом постепенное затухание. Оно достигается в том числе не только за счет жестких карательных вот таких карантинных мер. Например, в Южной Корее практически карантин-то особо так жесткий ограничительный не был введен, хотя, конечно, ограничения тоже введены. Вот. Но именно за счет самодисциплины, за счет самоорганизации граждан, за счет вот правильной работы учреждений здравоохранения, им этого удается добиться. Вот, поэтому вот мы считаем, что и в целом в нашей стране, и у нас в республике мы должны вот двигаться именно по второму пути. Это наиболее безопасный и наиболее такой, знаете, эффективный способ борьбы с коронавирусом. Потому что, к сожалению, еще раз говорю, если пойдем по экспоненте, то никаких больниц нигде в стране у нас не хватит для того, чтобы больницы одновременно лечить всех заболевших. Вот. И поэтому еще раз говорю, что все выводы будем делать после того, как окончательно эту болезнь победим. А то, что мы ее победим, я уверен.
Хорошо, спасибо большое, Арсений Сергеевич, что в этой непростой ситуации нашли время, пришли, ответили на наши вопросы. Но я еще раз напомню, что сегодня на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха» мы подводили итоги месяца вместе с главой Республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым. Убедительная просьба: сидите дома, давайте самоорганизуемся. Удачи вам!